чем различие между онкологией и раком? Что такое онконастороженность? И какие симптомы должны насторожить и побудить обратиться к врачу? Вот об этом сегодня и постараемся поговорить. Ассаламу алейкум, добрый вечер, дорогие друзья. Это программа «Актуальная тема» на телеканале «Войнах». И заведующая отделением Центра амбулаторной онкологической помощи Республиканского онкодиспансера Марина Тавгиреева. Машома. И сразу, переходя к нашему разговору, действительно, вот объясните, расскажите, дайте познание, действительно, в чем различие между онкологией и раком. Некоторые люди думают, что онкология – это тоже заболевание, что это тоже болезнь, что ее надо лечить. Вот объяснение дайте, прошу. Еще раз добрый вечер. В первую очередь, онкология – это раздел медицины, который занимается изучением, диагностикой, лечением и профилактикой всех новообразований, как злокачественных, так и доброкачественных. Онкология включает в себя исследование причин возникновения опухолей, разработку методов диагностики, методы лечения и профилактику возникновения данных образований. Рак – это все-таки один из видов злокачественных образований, который возникает из эпителиальных тканей. Он характеризуется бесконтрольным ростом клеток, распространенностью по всему организму, способностью проникать в окружающие ткани, метастазировать и высокой опасностью для жизни, если не начать своевременное лечение. Таким образом, онкология – это наука, которая занимается образованиями как злокачественными, так и доброкачественными, а рак – это злокачественное новообразование. К примеру, те же самые доброкачественные образования, как фиброма, липома, также являются объектом изучения онкологии, в то время как рак – это именно злокачественный вид новообразования. К злокачественным новообразованиям относятся и рак, и саркомы, и лимфомы, и лейкозы, которые возникают из разных видов тканей нашего организма. Сказать по-простому, онкология – это направление в медицине, а рак – это заболевание. Да, онкология – это наука, которая изучает, а рак – это само заболевания. Вот спасибо вам за такие разъяснения. А что такое онконастороженность? И как она может содействовать диагностике рака? Вот такие интересные вопросы мне наши телезрители задавали. Прошу, а я задаю вам. Онконастороженность – это состояние внимательного отношения к своему здоровью как самого человека, так и медицинского работника, к которому обратился пациент при наличии у него каких-либо жалоб. Онконастороженность, аспектами онконастороженности являются для пациентов это знание основных симптомов злокачественных новообразований, регулярное прохождение профилактических осмотров и внимание к наследственным факторам. То есть если у человека близкие родственники болели каким-либо видом злокачественного новообразования и у него появились некоторые симптомы, не характерные для его образа жизни, или похудение, снижение массы тела за короткий промежуток времени, или, к примеру, кашель или какие-то изменения на кожных покровах, которые не проходят при лечении, при стандартных видах лечения у врача, тогда это повод, конечно, обратиться. Это настораживает. Это настораживает, да. И необходимо обратиться в первую очередь к терапевту по месту жительства. Врач по месту жительства в поликлинике. Не надо сразу бежать в онкологический диспансер, не надо еще в какой-то, потому что это могут быть симптомы разных заболеваний. Терапевт при необходимости назначает уточняющие методы исследования. Это может быть как и УЗИ, и МРТ, и КТ, в зависимости от жалоб. И тогда уже, если возникает действительно онконастороженность, отправляют в онкодиспансер, или в Центр амбулаторной онкологической помощи. Тут главное не паниковать, да. Если сказать по-простому. Да. Смотрите, по статистике, каждый четвертый россиянин, вы это знаете лучше меня, испытывает страх перед этим недугом. Почему? Разве рак – это приговор? Спрашиваю, как у профессионалов. Рак – это серьезное заболевание, но он не является автоматическим приговором. Страх перед раком во многом связан с несколькими факторами. Первое – это высокая смертность в прошлом. То есть раньше, когда онкология, когда не была настолько изучена, как сейчас, применялись не такие многочисленные виды лечения, и, соответственно, у нас была достаточно высокая смертность от данного вида заболеваний. Была запущенность заболеваний, то есть пациенты не всегда обращались к врачу вовремя.
Вот. И в связи с этим как бы, человек воспринимает, что если у него выявилось злокачественное новообразование, что это все приговор, жизнь окончена, но это абсолютно не так. Сейчас диагноз злокачественного образования, он постепенно переходит в разряд хронических управляемых заболеваний. То есть все мы знаем, допустим, заболевание сахарный диабет, да, все мы относимся к нему нормально, все мы знаем, что если его лечить, то ты, в принципе, живешь долго, достаточно долго, и как бы это не является смертным приговором. Многие виды рака, особенно если они выявлены на ранних стадиях, они точно так же являются хроническими управляемыми заболеваниями. Сложность лечения, да, тут есть хирургия, тут есть лучевая терапия, несколько видов, тут есть лекарственная терапия, это не только химиотерапия, это иммунотерапия. За последние несколько лет мы значительно шагнули вперед в излечении и, скажем так, в продлении жизни благодаря иммунотерапии и таргетной терапии у многих заболеваний, даже при 4-й стадии. Поэтому говорить, что рак – это приговор, это не совсем верно. В свою очередь хочу посоветовать любому человеку, если он заметил у себя какие-то симптомы не характерные вот, для его обычной Но об этом мы еще поговорим. Да, нужно обращаться к врачу, чтобы, если вдруг это будет злокачественное образование, выявить его максимально на ранних стадиях, чтобы жить дальше, долго, счастливо. И не заниматься самолечением. Ни в коем Кто-то случае сказал, не заниматься что-то сказал, в самолечением. интернете прочитал, это помогает, то помогает. Лучше идти к врачу. Да. Каковы самые опасные виды рака? И еще, существуют ли доказанные причины его возникновения? Самые опасные виды рака обычно характеризуются высокой смертностью, сложностью лечения и поздней диагностикой. Еще совсем недавно таким диагнозом был рак легких. То есть это был один из смертоносных, скажем так, видов рака, который, продолжительность жизни, которая составляла раньше год-полтора. Сейчас, благодаря многим новым методам диагностики, то есть генетическим видам исследования, иммуногистохимическим видам исследования, продолжительность жизни с данным диагнозом, она значительно увеличилась, достигает 5 и более лет. То есть то, что, допустим, еще 5 лет назад мы говорили, что рак легкого – это приговор, сейчас нет, пациенты живут, и живут достаточно долго. Есть у нас еще рак поджелудочной железы и рак печени. Это крайне агрессивные виды рака не сказать, что с высокой степенью выживаемости. Связано это с тем, что симптомы часто проявляются только на поздних стадиях, на последних. Факторами риска являются курение, не только активное курение, но и пассивное, поэтому женщин и детей нужно оберегать от табачного дыма, ожирение, диабет и наследственность. Рак печени часто развивается на фоне хронических гепатитов, вирусных гепатитов, это гепатиты В и С, и, соответственно, точно так же из-за поздней диагностики высокая смертность. И недавно еще считалось, скажем так, королевой онкологии, это меланома, рак кожи, рак кожи, пигментный рак кожи. Это относится к очень опасным видам рака, очень быстро метастазирует. Основная причина – это ультрафиолетовое излучение, то есть солнце, солярий, это все способствует перерождению или перерождению уже имеющихся пигментных пятен на нашем теле или появлению новых уже как бы. И с этим надо быть осторожным. И с этим нужно, аккуратным. Да. Могу сказать, что большинство женщин нашего региона, благодаря внешнему виду, защищены от данного вида опухолей. Хорошая новость. Хорошо, что вы сегодня сюда пришли и вот это все рассказываете, объясняете, отвечая на вопросы наших телезрителей. А вопросы злободневные и актуальные. Продолжая. Какие симптомы должны насторожить и побудить обратиться к врачу? Как узнать, что настало время обращения за медицинской помощью? Некоторые симптомы могут быть признаками серьезных заболеваний. Если уже перейти к симптомам. Да, прошу. и некоторые симптомы могут быть признаками серьезных заболеваний, не только онкологических, и требуют немедленного обращения к врачу. Список симптомов я сейчас так озвучу. Допустим, общие симптомы – это необъяснимая потеря веса в течение 2-3 месяцев, то есть не связано ни с диетой, ни с физической нагрузкой, а просто похудение.
Постоянная усталость, то есть усталость, которая не проходит после отдыха, мешает повседневной жизни, можно даже сказать, что это выраженная слабость. Длительная лихорадка, то точно так же характерна для многих онкологических, онкогематологических заболеваний, то есть когда температура тела повышенная держится в течение нескольких недель и не поддается терапии жаропонижающими средствами. Изменение кожи, допустим, появление новых родинок, пигментных пятен, изменение их размеров, цвета, структуры, появление каких-то незаживающих язвочек, ранок на коже, желтушность кожи или глаз. Это может указывать на проблемы с печенью, ну, не только онкологические, но вообще на проблемы с печенью. Также есть ряд специфических симптомов, с которыми прям нужно незамедлительно обращаться к врачу. Это необычные уплотнения или опухоли. Допустим, уплотнения в молочных железах у женщин, в подмышечных впадинах, на животе, других частях тела, то есть не характерные при обычном осмотре, да, это повод прям срочно обращаться к терапевту и к врачу-онкологу. Изменение характера стула при дефекации или появление крови в моче – это тоже признак обратиться сначала к профильному специалисту, то есть или это будет гастроэнтеролог или уролог. Ну, соответственно, там назначат комплекс исследований, чтобы или исключить, или подтвердить онкологическое заболевание. То есть если исключаем, благополучно лечим хроническое какое-то, если подтверждаем, то необходимо обращаться к онкологу и за специальным, специфическим нашим лечением. Самому не делать выводы. Ни в коем случае. Идти к врачу. Нет. Это в первую очередь. Также еще хочу отметить, у нас очень часто, допустим, симптом рака легкого, наши люди не очень любят, на самом деле, посещать профилактических врачей, поэтому для многих является сюрпризом, когда появляется кровохарканье, осиплость голоса, охриплость голоса, и зачастую это связано с уже достаточно большим образованием в легких. Так что это тоже те симптомы, из-за которых нужно немедленно бежать к врачу. И поэтому диспансеризация в помощь. Диспансеризация в помощь, диспансеризация обязательно, потому что там проводят профилактические рентгенографию органов грудной клетки, для осмотра, во-первых, кожных покровов, ну и все, что необходимо, то есть у женщин осмотр гинеколога, молочных желез, у мужчин исследование уровня ПСА, ну и всем. Вы уже говорили про курение, и все-таки задам этот вопрос. Как вовремя распознать этот недуг? Какие факторы могут спровоцировать болезнь? Про курение вы уже говорили, а еще что? Смотрите, чтобы вовремя распознать заболевание, нужно быть в первую очередь внимательным к своему заболеванию. И появление малейших жалоб, как я говорила ранее, требует просто хотя бы проверки, что нет ничего у нас серьезного. То есть необходимо проходить регулярные медицинские осмотры, профосмотры, диспансеризации. Не нужно стесняться ежегодно сдавать анализ крови, мочи. Не нужно стесняться делать УЗИ, гастроколоноскопию. Даже если это не входит в рамки диспансеризации, мы должны заботиться о своем здоровье, потому что мы в первую очередь несем ответственность перед своими близкими, перед государством и перед самим собой, естественно. Вот кроме курения, что самое такое, по вашему мнению, что может подвести к раку? Нарушение питания, ожирение – это все является предрасполагающими факторами к развитию многих заболеваний. Это сердечно-сосудистые, это эндокринологические нарушения, это злокачественное новообразование. То есть питание у нас должно быть правильным. Да? Все мы знаем, что нужно избегать максимально жареного, острого, копченого, обработанного мяса, да, в виде колбас, все знают о необходимости правильного питания, да, но мало кто придерживается. Есть некоторые даже продукты, скажем так, которые являются профилактикой онкологических заболеваний. То есть это не означает, что если вы будете питаться только крестоцветными, типа капустой, брокколи и так далее, что вы никогда не заболеете. Но вы риск развития данного заболевания, определенных органов, уменьшаете. Вы снизите, да, вы снизите. То есть, потому что... Профилактика, она есть профилактика. Надо профилактикой заниматься, да, как да, я да. понял. Вот скажите, можно ли защитить себя вообще от онкологии? И существуют ли какие-то профилактические меры, которые действительно могут остановить, помочь?
вылечить. Я почему спрашиваю, там интернет посмотришь или других каких-то информационных сообщениях народных, это выпей поможет, это поешь поможет, этот фрукт помогает, я не знаю, там, эти семена помогают. Много информации бывает, но почаще всего оказывается все это враньем. Прошу, есть ли какие-то действительно профилактические меры, которые остановят и вылечат? К сожалению, мер, которые 100% спасут от развития любого заболевания, в мире не существует. Есть факторы, которые постоянные, на которые мы не можем влиять. Это наследственность, это, скажем так, экология, это возраст и пол, получается. То есть в зависимости от пола там характерны те или иные заболевания. Есть, ну, скажем так, факторы, придерживаясь которых мы можем снизить риск развития злокачественных новообразований. Это курение, то есть избегать активного пассивного курения, снижается риск развития онкологических заболеваний легких, гортани, глотки, мочевого пузыря. Алкоголь. Но это касается не только жителей нашей республики, то есть алкоголь повышает риск развития рака печени, пищевода, гортана глотки, молочной Ну та еще зараза. Да. Неправильное питание, то есть диета с высоким содержанием красного мяса, переработанных продуктов, сахара, ГМО, с низким содержанием натуральных овощей и фруктов, это тоже является фактором. Надо знать, что ты ешь. Да, говорят даже, то, что ты ешь. Да. Употребление канцерогенных продуктов желательно максимально сократить. Это копчености, это колбасы, это любые переработанные продукты, вот, ну, сладости, да. Ожирение связано с повышенным риском рака молочной железы, толстой кишки, поджелудочных, да и вообще многих органов на самом деле. Физическая активность. Физическая активность только, скажем так, приветствует, потому что недостаток физической активности это увеличивает риск не только онкологических, но и сердечно-сосудистых заболеваний. Инфекции. Все знают, да, наверное, уже, что есть такие инфекции не только вирусной этиологии, как вирус папиллома человека, как вирусы гепатита В и С, но есть еще и бактериальные, это хеликобактер пилори, которые которые отвечают за развитие рака желудка. То есть периодические осмотры у гастроэнтеролога, прохождение соответствующее лечение при необходимости от данного вида бактерий, это намного снижает риск развития рака желудка. Также есть в нашей жизни, в повседневной, это канцерогены, то есть контакты с асбестом, с радоном, с химическими веществами, с бытовой химией в неограниченном количестве у женщин дома, с тяжелыми металлами, это тоже риск развития заболеваний легких, везде, где контактно они соприкасаются, то есть это слизистые наших дыхательных путей, вот это риск развития новообразований. Ну и, конечно, стресс. Вот. Максимально стараться отдыхать. Стресс. Да. Где найти надежную информацию о этой болезни? Чтобы не слушать лживых каких-то псевдоврачей, исцелителей. В ситуации, когда диагноз рак поставлен, как не растеряться? Ваши советы как профессионала. Получение диагноза рак – это всегда шок и стресс, но тут самое главное – постараться сохранить спокойствие и действовать систематически. Узнать о заболеваниях нужно не у соседей и, скажем так, у бабушек на лавочке, а есть некоторые российские ресурсы, допустим, как фонд «Подари жизнь», Российское общество клинической онкологии, где вкладки есть для пациентов. Там рассказываются положительные случаи лечения от того или иного вида заболевания, о том, через что прошли пациенты, через какие виды лечения, как переносили, и как итог большинство из них это длительная ремиссия и выздоровление у пациентов. Во вторую очередь это необходимо обратиться к врачу-онкологу. Врач-онколог – это главный специалист. Он объяснит вид рака, гистологический тип рака, стадию и варианты лечения, то есть комбинацию вариантов лечения. Самому тоже можно изучать свой диагноз, но не нужно бросаться из крайности в крайность, потому что все-таки медработник более,
скажем так, Подготовлен и знает. более подготовлен, знает, да, более компетентно объяснит всю ситуацию и чего можно ожидать от данного заболевания. Когда пациент уже сталкивается полностью с планом лечения, нужно не стесняться задавать вопросы. Врач-онколог в данном случае это консультант, это психолог, это помощник, это наставник. Не нужно нас бояться, не нужно нас там, ругать, критиковать и так далее. На самом деле мы всегда стараемся идти навстречу пациенту и объяснять, какие риски есть, чего стоит опасаться и о том, что лечиться нам все-таки необходимо. И последних два моих вопроса. Очень сегодня актуальный разговор получился. Скажите мне, вот блиц-вопрос и блиц-ответы. Еще раз. Рак – это не приговор. Нет, Рак лечится в современных условиях. лечится. Некоторые врачи утверждают, что большинство случаев рака можно вылечить даже на последних стадиях. Ваше мнение? К сожалению, все-таки мы не вылечим рак, скажем так, до конца. Мы можем пациента На последних стадиях. на последних стадиях мы пациента можем держать очень долго в стадии ремиссии, то есть когда он находится под наблюдением, но какое-то лечение ему не требуется. То есть он длительно может принимать гормональные, ну не только гормональные, какие-то поддерживающие таблетки там, в течение года, 2, 5, 7 лет. Вот, то есть это не активное получается лечение, это стадия ремиссии с поддержкой. Вот. И то, что все-таки этот диагноз, он у нас, скажем так, не полностью излечен, скажем так, вылечил и забыл, да, еще подтверждается тем, что все наши пациенты, за исключением одной нозологии, состоят на учете в онкодиспансере, у онкослужбы до конца своей жизни. Потому что, к сожалению, болячка очень коварная, она может вернуться в любой момент, и для этого, чтобы опять не проходить все виды обследования, уже точечно, ну, скажем так, конкретно обращаешься к своему врачу с определенными жалобами, и тебя максимально быстро направляют на определенные виды исследования, чтобы или подтвердить, или опровергнуть возврат болезни. Но опять же нужно обратиться к врачу. Обязательно. В первую очередь. Да. У нас дома в республике есть все, что нужно для этого. Дома у нас в республике есть абсолютно все виды. У нас шикарная хирургия, у нас отличные врачи, мы оперируем практически все. У нас есть возможность не только соперировать, но и выходить пациента и отдать его на дальнейшее при необходимости лечения уже врачам-химиотерапевтам, врачам-радиотерапевтам. Лучевая терапия у нас одна из самых современных, у нас новые установки. Лекарственная терапия, которая у нас используется, это не только химия, это иммунотаргетная терапия. То есть иногда стоимость лечения доходит от одного курса, который делается один раз в месяц, да, до 1,5 миллиона. Поэтому мы на наших пациентах, на здоровье наших пациентов ни в коем случае не экономим, не жалеем. Просто, пожалуйста, обращайтесь пораньше. Спасибо. Спасибо, что пришли, ответили на наши вопросы, высказали свое мнение. И спасибо вам за вашу работу, врачи. Спасибо вам. А на сегодня это все, дорогие друзья. Вы сами все слышали. Рак не приговор. Запомните это. Это была программа «Актуальная тема» на телеканале «Войнах». И заведующий отделением Центра амбулаторной онкологической помощи Республиканского онкодиспансера Марина Тавгиреева. И напоследок, дорогие друзья, не болейте, будьте здоровы.